День за днем мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, я и мои коллеги расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем», в студии Юрий Осипов. Вначале коротко о темах выпуска. В 2024 году в Якутске планируется переход на новую маршрутную сеть общественного транспорта. При этом поменяются не только маршруты, но и форма организации перевозок. Мы создали не только маршрутную сеть, как она должна работать, но и рассчитали количество необходимого транспорта. Погода способствует началу гололеда. В этот период резко возрастает число травм. Как уберечь себя? В основном это ушибы, растяжения, переломы дистального отдела костей предплечья и голени. Врачи из Якутии оказывают практическую и консультативную помощь бойцам из республики в госпиталях и военных частях Восточного военного округа. Начали работу с весны, с марта месяца этого года. Приезжаем уже третий раз. Подвиг экипажа танка «Алеша» вдохновляет миллионы людей. В стороне не остались и творческие коллективы. Песня про него активно набирает популярность. Алеша! В разгаре сезон ледостава на реках и водоемах Якутии. Спасатели мониторят водные объекты и модернизируют оборудование для того, чтобы помочь оказавшимся в ледяной воде. Попавшему в ледяную воду подобная спасательная конструкция доставляется с помощью специального троса, и уже за него человека спасают из воды. В Якутии за последние годы проделана масштабная работа по расширению доступности медицинской помощи. Ввод новых объектов позволит в разы улучшить доступность высококвалифицированной специализированной помощи. От эффективности и качества этой работы зависят очень многие важные параметры. Жители Якутии могут увидеть подлинные экспозиции Эрмитажа, не покидая пределов республики. В столице региона работает выставка «Часы и эпоха». Дни Эрмитажа – это большое событийное мероприятие, наполненное не только лекциями и различными мастер-классами. Битва роботов. Более 60 учащихся из разных учебных заведений Якутска собрали своих роботов для городских соревнований. Вот мой робот хоть и легкий, чем Егор, но он может хорошо сопротивляться весу. Закрытие паромной переправы Якутск-Нижний Бестях планируется в конце октября. Напомним, что ранее предварительной датой завершения работы паромов на данном маршруте назвали 25 октября. Но погодные условия позволяют отложить закрытие переправы на более поздний срок. В 2024 году в Якутске планируется переход на новую маршрутную сеть общественного транспорта. При этом поменяются не только маршруты, но и форма организации перевозок. В городе станет больше новых автобусов, изменится схема их движения и появится возможность бесплатных пересадок. Что еще ждет горожан, расскажет мой коллега Петр Васильев. Действующая система общественных перевозок в Якутске была разработана еще в 90-х годах прошлого века, когда улиц, кварталов и населения в городе было значительно меньше. И неудивительно, что сегодня подобная транспортная схема не просто устарела, а уже начала приносить массу неудобств горожанам. Старые автобусы не вмещают достаточно пассажиров, а ввиду новых масштабов столицы транспорт порой приходится ждать по полчаса. Эти недочеты и призвана исправить новая схема, которую разрабатывали, опираясь на научные изыскания и мнение самих горожан. Мы создали не только маршрутную сеть, как она должна работать, но и рассчитали количество необходимого транспорта на линии, сколько должно быть транспорта, именно объективно, и с точки зрения математики, и с точки зрения мнения жителей, и с точки зрения опыта, который у нас есть. Поэтому мы ставим перед собой задачу решить проблему с переполняемостью автобусами и интервалом движения. И третье у нас это так называемая гонка, маршрутов частных, особенно частных перевозчиков. Это мы видим, когда несколько параллельных движущихся автобусов разных маршрутов гоняются за пассажирами. Проект новой маршрутной сети предполагает 4 вида новых маршрутов. Магистральные, городские, подвозящие и пригородные. И каждый из них при этом имеет свое строгое место и строгое расположение маршрутов автобусов. Так, например, магистральные будут обслуживать самые загруженные городские артерии. И при этом данный маршрут оснастят самыми вместительными автобусами. Следующий, второй тип маршрута – городские маршруты. Они будут курсировать исключительно по городским кварталам, и интервал движения у них будет 20 минут в часы пик. При этом для большего охвата населения их планируют отправить в обход самых загруженных и крупных городских трасс.
Третий тип маршрутов – пригородные маршруты. Они свяжут между собой городскую агломерацию, его пригороды единым транспортным коридором. И при этом подобные маршруты будут ходить строго по графику. И четвертый, так называемый подвозной тип маршрутов. Здесь будут курсировать автобусы среднего класса. Они будут забирать людей из самых отдаленных районов города и довозить их до так называемых транспортных хабов, пересадочных узлов, откуда пассажиры могут доехать на нужном автобусе до любой точки города. Для удобства пассажиров и полноценного функционирования новой маршрутной сети в городе будут созданы транспортные развязки. Предварительно они получили название «Север» и «Юг». Возможно, будет организована и третья точка «Центр». В этих транспортных хабах жители и гости столицы смогут пересесть на нужный маршрут, при этом пересадка в течение часа будет бесплатной. Система оплаты за проезд в общественном транспорте не изменится, продолжат свою работу так называемые валидаторы – терминалы для оплаты. Также проездные и социальные карты и сохранится возможность оплатить по старинке наличными. Помимо этого планируется ввести систему check-in and check-out, когда пассажиру будет возвращаться часть денег за неиспользованный проезд в автоматическом режиме. Начать переход на новую транспортную схему, чем-то напоминающую систему проезда в крупных российских городах, специалисты планируют летом следующего года. Этот сезон выбран неспроста, чтобы у большинства жителей города до наступления холодов выработалась привычка передвигаться по Якутску по-новому. Петр Васильев, Иван Сорокаумов, Якутск. В Якутске планируют полностью обновить автопарк автобусов до 2026 года. Новые автобусы оборудованы кондиционерами и специальными пандусами для маломобильных групп населения. Как сообщил руководитель МКУ, организатор пассажирских перевозок Эдуард Садовников, в прошлом году при поддержке главы Якутии приобретено 100 новых автобусов большого класса. В этом году работа продолжится. Садовников сообщил, что будет закуплено еще 40 машин среднего и большого класса. 15 из них марки ЛиАЗ уже прибыли в город и в скором времени выйдут на линии. До 2026 года количество автобусов планируется довести до 280, тем самым полностью обновив весь общественный транспорт. Для обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах Якутска применяют противогололедные меры. Сегодня подрядчики территориальных органов управления заняты уборкой тротуаров от снега. Всего привлечено около 40 рабочих, их число планируют увеличить. Также 50 муниципальных дворников заняты на антигололедных мероприятиях. Трудятся 10 единиц техники, это мини-погрузчики, самосвалы, вывозят снег с тротуаров, а также малоуборочная техника, так называемые подметальные машины. Наряду с уборкой снега улицы отсыпают речным песком. Напомню, в прошлом году использовали щебень. Мы обязательно подсыпаем опасные участки дорог. Это в первую очередь у нас идут автобусные остановки, это пешеходные переходы, это перекрестки. И также мы, конечно, сыпем антигололедный материал на круговые развязки, где у нас тоже большое такое интенсивное движение. С этого года мы пришли обратно к песку. То есть в прошлом году мы пробовали отсев, щебень сыпать. В этом году мы его оставили только на кольцевых развязках, и остальное мы вернули песок. В Якутске в период с 5 по 24 октября в травматологическое отделение обратились 819 человек, из них более 200 пострадали из-за гололеда. Как не пополнить ряды пациентов травмпункта и что делать, если избежать падения не удалось, расскажем в следующем сюжете. Неочищенные от снега и льда улицы, плохое освещение и невнимательность горожан – вот главные причины получения травм во время гололеда. На этот период необходимо выбирать обувь с хорошим протектором и не скользкой подошвой и обращать внимание на дорогу, не ходить там, где есть явные участки обледенения. Внимание и осторожность помогут вам не попасть в статистику врачей-травматологов. В основном это ушибы, растяжения, переломы дистального отдела костей предплечья и голени. У возрастной группы это компрессионные переломы позвоночника, переломы плечевой кости, проксимального отдела бедренной кости. В случае падения и ощущения даже минимального дискомфорта следует обратиться к врачу. Трещины и небольшие переломы могут быть не сразу заметны, но со временем проявятся, и лечить их будет гораздо труднее. Люди, когда вот друзьями идут, то упал, там, они начинают его лечить. Ну, дергают руку, там, то еще. Это ни в коем случае нельзя. Холод приложить, да. Снег в целлофан положить и подержать можно. Нужно даже делать. Холод, как его, уменьшает сосудистое кровообращение и этим способствует уменьшению отека. Также в случае травмы конечность необходимо зафиксировать. Для этого подойдет шарф или платок. И сразу же ехать в травматологию. Или же звонить по телефону 03. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск.
В Ленске открыли овощехранилище. Этого события ждали давно. Благодаря районной администрации, которая и стала заказчиком строительства, важный проект удалось реализовать. Подробнее в нашем сюжете. Открытие овощехранилища для всех жителей района стало значимым событием. Реконструкция здания районному бюджету обошлась в 42 миллиона рублей. Площадь склада составила 3750 квадратных метров. Здесь будут храниться выращенные и собранные на территории Ленского района капуста, лук, свекла, морковь и картофель. Отсюда будет проходить их дальнейшая транспортировка в продовольственные сети и на предприятия общепита. Руководитель департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха-Якутия Василий Бессонов, который участвовал в торжественном открытии овощехранилища, отметил, что Ленский район один из немногих в республике, кто за счет собственных средств занимается реализацией таких масштабных сельскохозяйственных проектов. С бюджета муниципального образования Ленский район средства предусматриваются в очень хорошем объеме. Есть потенциал для развития сельхозтоваропроизводителей. Есть даже те меры поддержки, которых нет государственных мер поддержки. Очень отрадно, что муниципалитет очень внимательно относится к сельскому хозяйству. Василий Петрович наградил почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха-Якутия исполняющего обязанности главы района Александра Черепанова и исполняющего обязанности начальника управления капитального строительства Сергея Васильева. На торжественном открытии были награждены и работники предприятия ООО «Батамайская», которые своим добросовестным трудом внесли огромный вклад в развитие сельского хозяйства Ленского района. Александр Черепанов рассказал, что овощехранилище позволит обеспечить жителей района местной свежей продукцией, а также даст возможность поддержать аграриев, чтобы планы, которые у них были на перспективу, они могли воплотить в жизнь. Если смотреть в историю, да, то есть у нас площадей посевных было гораздо больше и в разы больше. То есть сейчас у нас, к сожалению, то есть площадя сократились, но с вводом в эксплуатацию такого объекта, как овощехранилище, это даст такой импульс, толчок для наших аграриев. Они смогут планировать свою деятельность, могут расширять свои посевные площади. И мы на этом, конечно, будем настаивать для того, чтобы нам сделать кооперацию не только внутри района, но и выйти, конечно, нам на внешние рынки. Это наши соседние улусы. Все условия для осуществления этой цели в Ленске есть. Это и наличие водной артерии, есть поля и климатические условия. Также Александр Черепанов отметил, что здания для сельскохозяйственных объектов не строятся, а реконструируются из имеющихся помещений. Мы реконструируем, реанимируем те объекты, которые нам достались по наследству. Но считаем, что правильно этот подход был сделан, потому что, учитывая мощность этих объектов, у нас капитализация в эти объекты снизилась, конечно. Да? Вот по данному объекту у нас объем инвестиций бюджетных сложились в пределах 42 миллионов. Плюс еще, конечно, у нас сейчас идут работы по кровле. В этом году планируем тоже закрыть, и получится у нас целый комплекс из 3 объектов. Вместимость овощехранилища 3000 тонн. В помещении несколько отдельных боксов с климат-контролем и вентиляцией. Овощехранилище оснащено необходимым оборудованием. Каждое здание имеет квадратный показатель 1500 квадратных метров. И всего 3000, 2 здания, 2 склада. В общей сложности 28 кубических метров. Вот. Это 5000, это начальный показатель, то есть можно и больше, но необходимо будет еще доделать, доработаем потом отдельные боксы, чтобы с отдельным климат-контролем, то есть основной сделан. Если имеющееся здание овощехранилища будет полностью заполнено, запланирована реконструкция и соседнего. В общей сложности, введя в эксплуатацию все 3 имеющихся объекта, вместимость овощехранилища увеличится до 5000 тонн. Ежегодно в Ленском районе валовый сбор составляет 7700 тонн картофеля и 2850 тонн овощей. Часть урожая оставляется на семена на следующий год, часть на собственное потребление жителей района. И третья часть, это около 3000 тонн, идет на реализацию. Можно сказать, что 3000 тонн у нас уже есть на сегодняшний день, да. Просто надо привлечь сельхозников, уже им это все показать, рассказать, что мы можем, что необходимо увеличивать площадя. Работа ведется нами уже давно, с 2019 года мы заключили 12 соглашений с сельхозниками, то есть мы помогаем им субсидиями, они уже реализуют на заготовку овощи, картофель, и по мясу у нас тоже есть, по молоку тоже есть очень много соглашений, договоров, отрабатываем. В ближайшие дни склад пополнится овощами. В завершение нельзя не сказать, что Ленское овощехранилище теперь самое большое в республике. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
эфире итоги недели. Мы продолжаем. В Якутии продолжают оказывать поддержку бойцам СВО. Сотрудники управления строительного и жилищного надзора Якутии приняли решение внести свою лепту и помочь бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Они шьют многофункциональные плащи, которые в походных условиях могут стать палаткой, переноской, подстилкой, покрывалом и тентом. Продолжит тему Даяна Федорова. Плащи шиты из непромокаемой ткани со специальной подкладкой из флиса, которая позволяет сохранить тепло. Плащ можно носить поверх амуниции. Также у него есть специальные выемки, благодаря которым можно растянуть плащ и закрепить его на колье или ветке. Управление строительного и жилищного надзора Якутии решили пригласить опытную швею, которая даст уроки создания многофункциональных плащей. Так, сотрудникам управления мастер-класс проводится 3 раза в неделю. Занимаюсь шитьем более 10 лет. Так, и по готовым лекалам краим сперва и приступаем к шитью. Сначала обрабатываем края, выемки по углам и капюшоны. Ткань средней плотности, она с внутренней стороны с начесом. И довольно-таки легко шьется. В таких машинках тоже можно шить. Бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, необходим полный комплект военного снаряжения. В осенне-зимний период большим спросом пользуются многофункциональные плащ-палатки. Они легко устанавливаются и становятся тентом. При необходимости можно воспользоваться специальными выемками, через которые продевают веревки и используют в качестве носилок. Всего планируется шить более 300 плащей. Отправка запланирована в следующем месяце. Исходя из собранных средств, у нас получилось заказать где-то 850 метров ткани. Ткань мы выбрали такую хорошую, которая имеет необходимые такие характеристики, как водонепроницаемость, также имеет подкладку для тепла, необходимого для сохранения тепла. Шьем, получается, планируем шить где-то порядка 300-350 штук. До конца следующей недели мы все это закончим и отправим. Помимо этого, в прошлом году в зону СВО Управление строительного и жилищного надзора Якутии поставили порядка 1000 блиндажных свечей. В этом году планируется увеличить объем до 1500. Первую партию в количестве 650 штук уже направили, вторую партию отправят уже совсем скоро. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Врачи из Якутии оказывают практическую и консультативную помощь бойцам из республики в госпиталях и военных частях Восточного военного округа. В настоящее время специалисты находятся во Владивостоке. Подробнее о том, как проходит работа врачей, смотрите в следующем материале. Бригада врачей выехала из Якутска по маршруту Амурская область, Приморский край, охватывая по пути все дальневосточные регионы. В каждом регионе специалисты встречаются с ранеными и мобилизованными бойцами для оказания необходимой помощи землякам. Мы начали работу с весны, с марта месяца этого года. Приезжаем уже 3-й раз наземным путем, то есть мы начинаем работу с Амурской области, заканчиваем Приморским краем и обратно уже едем тоже. По тому же маршруту уже, то есть список у нас постоянно обновляется. В основном раненые солдаты это вследствие получения огнестрельных минно-взрывных ранений находятся и солдаты, которые, так сказать, посттравматическое стрессовое расстройство. В состав выездной бригады входят хирург, травматолог и психиатр. Основная задача врачей – сопровождение раненых, мобилизованных и контрактных бойцов специальной военной операции, находящихся на реабилитации в госпиталях и военных частях Восточного военного округа. С каждым солдатом оценивается его психоэмоциональное состояние. Если есть показания, назначается медикаментозное лечение. Но в основном проводят психокорректирующие беседы. Врачом-травматологом полностью осматривается тоже военнослужащий. В рамках, надо заметить, что в рамках полномочий минного врача мы проводим работу. То есть на уровне военно-врачебных комиссий мы не работаем. Сопровождаем их, консультируем, как правильно, чтобы они прошли военно-врачебную комиссию.
много вопросов задают по своему состоянию и отвечаем на их исчерпывающие вопросы. Особое внимание уделяется бойцам, которые нуждаются в дальнейшей реабилитации и отправляются в отпуск на родину. Все полученные сведения врачи направляют в Министерство здравоохранения Республики Саха-Якутия для проведения реабилитационных курсов для наших бойцов. Наталья Николаева, Владивосток. Тем временем бригада мобильных врачей вернулась из очередной командировки. Мобильные доктора работали в Верхоянском районе. Врачи Республиканского центра мобильных бригад в составе 12 специалистов, в том числе терапевт, травматолог-ортопед, педиатр, невропатолог, эндокринолог, кардиолог, пульмонолог, лор, врач ультразвуковой диагностики вылетели 9 октября. За 2 недели они осмотрели порядка 1300 жителей Верхоянского района. Из них 935 взрослых и 255 детей. Узкие специалисты во время осмотров ставят пациентам диагноз и при необходимости выдают направление. Следующий выезд планируется в ноябре в Жиганский район. Верхоянский район – это один из самых больших населенных пунктов арктической зоны, да, в котором самое большое количество вообще населенных пунктов, там порядка 28 населенных пунктов. И в прошлый раз у нас выезжало одномоментно 2 бригады. В этот раз мы их разделили по направлениям. Также в этом году у нас в Верхоянском районе отработала детская многопрофильная бригада. И вот на данный момент за 2 недели посмотрели порядка 1300 человек. Подвиг экипажа танка «Алеша» вдохновляет миллионы людей. В стороне не остались и творческие коллективы. Так московские авторы Юрий Кононов и Константин Губин написали песню «Русский танк Алеша». Видео на композицию уже набрало сотни тысяч просмотров на различных интернет-площадках и ушло в народ. Теперь песню активно перепевают. Как создавался хит, с авторами пообщался Максим Кардозу. Это курсанты Преображенского кадетского корпуса. Сотни молодых людей поют песню «Русский танк Алеша». Эти строчки про подвиг легендарного экипажа наизусть знают уже сотни тысяч людей по всей стране. Эксперты уверены, в России родился новый народный хит. Идея появления песни принадлежит певцу Юрию Кононову. Юрий Кононов каждый раз, исполняя эту песню, испытывает эмоции подъема и гордости за страну. И с удовольствием рассказывает, как появилась идея увековечить подвиг. Я, когда услышал в одном из новостных каналов о том, что нужно снимать фильм о этом подвиге, я подумал, почему нельзя спеть песню на эту тему. Я заболел так, что я не мог ни спать, ни кушать, ни есть, ни отдыхать, потому что я в этот момент был на отдыхе. И с утра до вечера у меня крутилась фраза «Русский танк Алеша, русский танк Алеша». Автором музыки и слов стал известный поэт и композитор Константин Губин. Он написал песни Юрию Шатунову, Юрию Петлюре, группе «Ласковый май». А в репертуар Сосо Павлиашвили вошли такие шлягеры, как «Небо на ладони» и «Помолимся за родителей». Новый хит про танкистов родился буквально за 3 дня. Я, получив главный слоган «Русский танк Алеша», я стал искать, у меня всегда в песнях есть вторая главная строчка. Если проследить мои песни, обязательно название песни. И есть еще одна строчка, которая не менее важна. Я вспомнил старую русскую поговорку, что «один в поле не воин». Меня осенение пришло, и «один в поле воин». Когда я посмотрел эту хронику, ребят, где за кадром было сказано, что он один, а их 8. Вот тут у меня все перевернулось в сознание, что и один в поле воин, если это русский танк Алеша. Авторы песни не были в Якутии, но работа над композицией сблизила их с нашей республикой. И каждый из них теперь хочет побывать у нас в гостях. Я слышал про якутские бриллианты, конечно же, но про бриллианты человеческих душ я не слышал. И когда я изучил историю этого подвига, понял, что 2 якутян, и тут даже, знаете, в процентном соотношении получается, что татарин, русский и 2 якута. У вас очень гордая, очень сильная нация. У вас, видимо, это вам дано как-то свыше. Песня «Русский танк Алеша» быстро нашла своих поклонников. В интернете можно встретить десятки каверов, которые набирают сотни тысяч просмотров. И можно быть уверенными, что подвиг наших парней не забудут никогда. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва.
Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Человек, пострадавших в результате пожара, поступили в Центр экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает Министерство здравоохранения региона. На данный момент 5 человек госпитализированы, 3 пациента в крайне тяжелом состоянии, у 2 состояние стабильное. 5 пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Отмечается, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Напомним, крупный пожар вспыхнул в пятницу в здании по проспекту Ленина 3/1 в Якутске. На данный момент организована проверка прокуратуры. Ведомством по итогам проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации здания. Масштабные учения пожарных прошли на территории школы-интерната в столице республики. Более 60 человек и 10 единиц пожарной техники привлекли к тушению условного пожара. Цель учения – отработка навыков пожарных и взаимодействие с другими экстренными службами. Об итогах учений расскажет Александр Хавренко. В 10 утра на пульт дежурного 01 поступило сообщение о возгорании в жилом здании школы-интерната на Церглявском шоссе. Через 3 минуты на место прибыл первый пожарный расчет, и огнеборцы приступили к разведке и выявлению очага возгорания. По такой легенде проходили сегодня учения пожарных и спасательных служб города. Особенность этих учений заключается в том, что на территории данной школы-интернат размещаются дети со всех районов, и также находится круглосуточно в этом здании. И в связи со сложной, так сказать, со сложным размещением объектов на территории, это было одной из причин выбора данного объекта. В течение часа к школе стягивались противопожарные силы, машины скорой помощи, спасатели службы спасения. По ходу учений добавлялись новые вводные. Отказ кислородной маски у командира одного из расчетов, выход из строя рации и так далее. Это делается для того, чтобы приблизить условия учений к реальным событиям. Были отработаны действия по слаженности работ личного состава пожарной охраны, также взаимодействие с администрацией объекта и со службами взаимодействия. На данных учениях также вводились 4 водные, которые были успешно отработаны личным составом. На данных учениях было задействовано 10 единиц пожарной техники и 62 человека личного состава. Цели и задачи были выполнены в полном объеме. Информация не проходила. Уточните первый боевой участок, где создан, и начальники боевых участков, кто назначен. Через час легенда учений была отработана. Все задачи, поставленные перед экстренными службами, были выполнены. Позже последует детальный разбор учений, но предварительно руководство оценило действия сотрудников служб на оценку «хорошо». Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. В разгаре сезон ледостава на реках и водоемах Якутии. Спасатели мониторят водные объекты и модернизируют оборудование для того, чтобы помочь оказавшимся в ледяной воде. О том, какие разработки поступили на вооружение службы спасения республики, расскажет мой коллега Петр Васильев. Фраза «осторожно, тонкий лед» не понаслышке знакома каждому. Но, тем не менее, несмотря на все предупреждения и специальные знаки, многие либо специально в поисках острых ощущений выходят на лед, либо оказываются в ледяной воде по воле несчастного случая. И для того, чтобы оперативно оказать помощь тем, кто оказался в беде, необходимы современные решения. Одно из таких применяет служба спасения Якутии. Специалисты тестируют спасательную доску. Попавшему в ледяную воду подобная спасательная конструкция доставляется с помощью специального троса, и уже за него человека спасают из воды. Отмечу, что подобная конструкция облегчает значительно проведение операции как для самих спасателей, так и для тех, кто находится в воде. Безусловно, подобные технологии раньше были на вооружении, однако нынешний экземпляр разработан с применением современных материалов. Он состоит из полипропилена, материала, который по своим физическим и химическим свойствам легче воды. Однако при этом позволяет выдержать вес 2 взрослых человек. Плавучесть хорошая, скользит по льду тоже хорошо. И в целом она изготовлена из полипропилена. Это пластик, он легче воды, и внутри у него блок плавучести, это полистирол толщиной 10 сантиметров, то есть даже если в этой доске будет пробоина, то туда не попадет вода.
Особенно актуальной подобная разработка становится в связи с тем, что время спасения попавшего в ледяную воду строго ограничено. Спасатели должны уложиться примерно в 5-7 минут для того, чтобы избежать летального исхода. И подобные разработки в том числе ускоряют процесс спасения. Данное оборудование мы успешно презентовали. Устойчивость показывает, простота использования, легкий вес, и грузоподъем на 150 килограмм. Характеристики самые вот такие оптимальные для нашей работы, и поэтому мы его будем применять на вооружение. Спасатели напоминают, безопасным для одного человека считается лед толщиной не менее 7 сантиметров. Пешие переправы считаются безопасными при толщине льда в 15 сантиметров и более. Обычно такие величины устанавливаются с приходом сильных морозов. А это значит, выходить на лед до этого времени равноценно подвергать себя смертельной опасности. Петр Васильев, Семен Семенов, Якутск. В Якутии за последние годы проделана масштабная работа по расширению доступности медицинской помощи. Ввод новых объектов позволил в разы улучшить доступность высококвалифицированной специализированной помощи, что привело к повышению продолжительности жизни в регионе. Об этом в сюжете Марии Кардашевской. Мы проходили всем с классом 100% флюорографию, и это было очень удобно, так как если раньше мы все ходили порознь, то сейчас мы все вместе собрались и все дружно прошли флюорографию. По моему мнению, это хорошо, что появился флюмам, так как медицина не должна стоять на одном месте, а должна развиваться, делать ее общедоступной и быстрой. Медицина должна быть ближе к людям. Именно таким был главный посыл, который несколько лет назад при обсуждении национального проекта здравоохранения озвучил президент России. Подчеркивал, насколько чувствительна эта тема для наших граждан. Ведь речь идет о чем? Речь идет о ФАПах, о поликлиниках районных, районных и межрайонных больницах и подобного рода учреждениях. То есть о таких учреждениях, куда люди приходят чаще всего, больше всего, с чем сталкиваются практически чуть ли не каждый день. Но еще важнее то, что от эффективности, качества этой работы зависят очень многие важные параметры. Это продолжительность жизни людей, это демография, это вообще в широком смысле этого слова здоровье нации. По поручению президента с 2020 года в Якутии реализуется большая программа модернизации первичного звена здравоохранения. Поликлиники, фельдшерские пункты, машины скорой помощи, им уделяется приоритетное внимание. Сегодня в нашей республике строится достаточное количество врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов. Благодаря строительству новых объектов нам существенно удалось улучшить доступность медицинской помощи в таких направлениях, например, как акушерство, гинекология, также кардиология. В рамках модернизации в прошлом году введен в эксплуатацию больничный комплекс в Вилюйске. Достраиваются центральные больницы в Татинском, Чурапчинском, Усть-Майском и Момском районах. Построены и сданы 24 фельдшерско-акушерских пункта и врачебных амбулаторий. Проведен капитальный ремонт 18 медицинских учреждений. Приобретается и автотранспорт. Благодаря нашему президенту уже 4-й год у нас в Якутии идет активное обновление автотранспорта медицинского. Летом, я помню, на площадке кардиологического нашего диспансера мы вручали ключи от 9 машин, сейчас поступило новые 10 машин. Отрадно, что они будут направлены не только в наши крупные центры, такие как Якутск, Ненегри, но и поедут на самые дальние наши районы. В этом году летом нам вручили ключи от автомашин УАЗ для врачебных амбулаторий сел Чапанда, отдаленного населенного пункта Чукар и села Кымдяде. В настоящий момент они все исправно исполняют свои служебные обязанности, то есть помогают стоять на страже здоровья населения Нюрбинского района. 14 октября по национальному проекту здравоохранения Нюрбинская центральная районная больница получила автомобиль скорой медицинской помощи класса «Б», который укомплектован всем необходимым медицинским оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи, в том числе и реанимационной. Медицинский комплекс, оснащенный флюорографической и маммографической установками для проведения скрининговых исследований, также поступил на вооружение республики. Данная техника нам очень нужна тем людям, которые не могут
выехать в центр для ФЛГ. Они на месте же проходят и ФЛГ, и маммографию здесь же. Особенный акцент делается на развитии медицины в удаленных районах, которые требуют нестандартного подхода к решению задачи. Так началась практическая реализация новой модели арктической медицины – мобильные доктора. Все необходимое оборудование доктора берут с собой. На местах выполняется ультразвуковое исследование органов брюшной полости, сердца, сосудов, щитовидной железы, предстательной железы и молочных желез. Забираются и анализы – это онкомаркеры, онкоцитология, также анализы на ВПЧ, гепатит, ВИЧ и другие. Помимо взрослой мультидисциплинарной бригады врачей в команде теперь и детские доктора. Более того, сегодня ведется лицензирование и ряда узких специалистов, таких как аллерголог, ревматолог, дерматолог. И как итог, более 25,5 тысяч благодарных пациентов. Конечно, это очень хорошо, что врачи к нам приезжают в такую даль. Было бы хорошо, чтобы эта программа и дальше работала. Мы все этого хотим. Я вот хочу своего мужа перевести на инвалидность, а медицинская комиссия к нам не приезжала уже года 2-3. Вот теперь я смогла его показать неврологу, пульмонологу, окулисту. И они очень внимательно, тщательно осматривают пациентов. Благодаря строительству новых объектов постепенно решается и кадровый вопрос. Открываются новые вакансии, привлекаются высококлассные специалисты. И как итог, средняя продолжительность жизни в Якутии повысилась почти до 72,7 лет, что выше, чем в среднем по Дальнему Востоку. На этом работа не прекращается. Мария Кардашевская, Якутск. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина якутянке Татьяне Владимировне Юдинцевой присвоено звание «Мать-героиня». Татьяна Владимировна вместе с мужем Павлом Васильевичем родили и воспитывают 14 детей. Большая дружная семья проживает в селе Иенгра Нерюнгринского района. Это уже вторая высокая награда семьи Юдинцевых. В 2018 году они получили из рук президента страны орден «Родительская слава». Почти 800 тысяч археологических памятников, 600 тысяч картин, гравюр и статуй разного рода. Все это коллекция главного штаба Эрмитажа в Санкт-Петербурге. С недавних пор жители Якутии могут увидеть подлинные экспозиции музея, не покидая пределов республики. Открылась выставка «Часы и эпоха» с предметами искусства, которые привезли из Петербурга в Якутск. С экспозицией знакомился мой коллега Петр Васильев. Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около 3 миллионов произведений и памятников мировой культуры. Вот уже 3 века подряд музей привлекает всех поклонников мирового искусства, однако полностью обойти здание Зимнего дворца – задача сложная. Это практически невозможно не то что за пару часов, это невозможно даже за несколько визитов. Тем актуальнее становятся выездные экспозиции, одна из которых открылась в столице республики. Уникальные экспонаты Эрмитажа Петровской эпохи доступны якутянам теперь, не выезжая не то что за пределы республики, а даже Якутска. В НХМ привезли подлинники картин Петра I, Екатерины II, Елизаветы, Анны Иоанновны, видов Петербурга, гравюры и главный экспонат – золотые часы Анны Иоанновны. В центре экспозиции сферические солнечные часы работы Исаака Брукнера, мастера инструментальной палаты Санкт-Петербургской академии наук и его ученика Петра Голынина. Этот прибор был официально поднесен русской императрице Анне Иоанновне и имеет дарственную надпись. Часы представляют набор разнообразных сведений и измерений, которые не уступают самым современным электронным устройствам. Уникальный экспонат в последний раз покидал стены Эрмитажа в 1988 году для выставки в Италии. Везли экспонаты из Санкт-Петербурга сначала в Москву с вооруженным конвоем. Затем подлинники Петровской эпохи преодолели длинный путь из Москвы в Якутск самолетом. Для их сохранности и правильного экспонирования пришлось даже переоборудовать целый этаж музея. Там появился климат-контроль, который имитирует температуру воздуха и влажность, которая присутствует в здании Эрмитажа. Тем самым можно с уверенностью сказать, что выставка – это не только отличный просветительский проект, но еще и шанс укрепить материальную базу Национального художественного
музея, а также обменяться опытом с коллегами по цеху. Дни Эрмитажа – это большое событийное мероприятие, наполненное не только лекциями и различными мастер-классами для жителей нашей республики, но и также проходит семинар для музейного сообщества. Приехал заместитель директора Государственного Эрмитажа, и он лично рассказывает о безопасности музейных предметов. Очень серьезные темы затрагиваются. И очень важно, что приехали реставраторы из Государственного Эрмитажа и будут показаны для музейного сообщества уникальные мастер-классы, связанные с консервацией, сохранностью изделий из бивня мамонта. Также в экспозиции доступен VR-кинотеатр, шлем виртуальной реальности зала Юпитера, галерея истории древней живописи и виртуальная прогулка «Эрмитаж. Погружение в историю» с Константином Хабенским, где каждый сможет переместиться во времени и пространстве в сопровождении экскурсовода-мистика. Еще в рамках проекта также запланированы эрмитажные лектории и мастер-классы по живописи. Ну а сама выставка «Часы и эпоха» будет работать с 25 октября по 20 ноября в основном здании музея. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Якутск. Битва роботов. Более 60 учащихся из разных учебных заведений Якутска собрали своих роботов для городских соревнований. Данный старт объединил юных конструкторов и экспертов в области программирования для формирования профессиональной среды инженеров будущего. Тему продолжит Марферина Алексеева. Каждый год юные инженеры и проектировщики открывают сезон соревнований робототехники зрелищными состязаниями на турнире роботов. Речь идет не просто о битве, это робосумо, которое ценит за особые качества, за простоту и возможность проявить интеллект в стратегии. Соревнования проходят на круглом помосте диаметром всего в 100 сантиметров, по периметру которого нарисована белая линия шириной 5 сантиметров. Робот, пересекший эту границу, считается проигравшим. Они должны быть не больше 25 сантиметров в высоту, ширину, длину, да, и не весить не больше 1,5 килограмм. Ну, соответственно, у нас победитель, если вы посмотрите, да, он очень большого робота сделал, но он полностью проходит по всем требованиям данных соревнований. Но при этом в финале, если вы видели, Максим Перевалов мог его победить, да, там хитростью и по-другому, да, убежать от него, либо наоборот, да, вот видите, вот опять победил, да. Преимущество, вот, и сейчас могу продемонстрировать, как-то, давай с тобой сразимся сейчас. Да, раз, два, три. У меня, вот, смотрите, у меня тут крутится хоть и 5 колес, но он, не надо, крутится хоть и 5 колес, но они очень хорошо работают. Вот мой робот хоть и легкий, чем его, но он может хорошо сопротивляться весу. Сильнейших выявляли и в дисциплине гонка по линии. Задачей для робота в этом виде является преодоление трассы вдоль черной линии за наименьшее время. Робот должен двигаться по черной линии в автоматическом режиме. Вот эта задняя часть должна быть вон с той линии сейчас. Вот с этой линии, вот эта задняя часть. И вот это ровно по линии. Вот это. И то есть у робота имеются датчики, которые должны ехать, то есть без твоего управления, да, чисто благодаря датчикам он должен пройти этот путь. Действительно так, да? Скажи, сколько у тебя минут или секунд? На минута 9 секунд. Так играючи ребята знакомятся с основами инженерного дела, учатся проектировать и программировать, а также создают уникальные решения с помощью деталей конструктора. Состязания направлены на популяризацию научно-технического творчества и повышение престижа инженерных профессий. К слову, Олимпиады по робототехнике входят в утвержденный Министерством науки список соревнований, победители которых получают льготы при поступлении в профильные вузы. Для того, чтобы у государства был кадровый резерв именно в инженерном направлении, то есть чтобы у государства были инженеры, которые могут продвигать наше государство, создавать новые вещи, там, технику, устройства и так далее. Ребенок, который он научился программировать, он научился мехатронике. То, что
они написали алгоритм, они видят практически, как это работает. То есть они дополняют свой алгоритм механизмом. За зрелищностью соревнований стоит длительная исследовательская и кропотливая практическая работа. Для многих ребят робот, собранный из базовых элементов, является первым серьезным устройством. И тестирование в бою и гонке помогает выявить недостатки и работать над усовершенствованием функций. Марфелина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск. Мозаика, созданная руками якутских библиотекарей. Установлен новый рекорд по количеству людей, занятых в создании картины. В стенах смарт-библиотеки более 100 человек написали портрет одного из основоположников якутской литературы Николая Неустроева. Подробности в сюжете Марины Захаровой. Мы выдаем вам сертификат об установлении рекорда книги рекордов Якутии. Называется оно так: «Самое большое количество людей, принимающих участие в написании портрета в Якутии». В скором времени посетители смарт-библиотеки смогут увидеть работу, выполненную руками сотрудников библиотек со всей республики, которая попала в Книгу рекордов Якутии. Она станет центральным экспонатом будущего уголка, отведенного жизни, общественной деятельности и творчеству Николая Неустроева, одного из основоположников якутской литературы. Мы должны сделать уголок памяти, да, о писателе, о жизни. И хотим вот украсить этот уголок большим портретом. Потому что имя Неустроева не слишком известно широкому кругу людей. И с этой целью мы решили вот привлечь внимание к творчеству писателя, к самому писателю. Первым шагом в создании портрета Николая Неустроева стало написание эскиза. Выполнила его одна из работниц смарт-библиотеки Кюней Борисова. Перед ней стояла задача создать что-то яркое, броское, поэтому выбор пал на стиль поп-арт. На его основе мы получили картину-мозаику 2 на 2 метра, состоящую из 110 пронумерованных фрагментов. Очень долго думали вообще про процесс, потому что стояла задача нарисовать что-то большое, плюс задействовано больше 100 человек. Мы хотели сначала на стену, потом подумали, что этому будет сложно, да, это нужно наверх лезть. И пришли к тому, что нужно, чтобы у каждого был маленький холст. Выбирали долго материал, все-таки выбрали его, определились с размерами, и на каждый холст маленький, размером 20 на 20 сантиметров, мы нанесли действительно эскизы, контуры. Эти контуры были с цифрами, то есть каждый по циферке этой приходил, брал краску и по этому. Ну, то есть это большой рисунок по номерам. Рекорды Якутия ставят не в первый и далеко не в последний раз. В 2011 году у нас был установлен первый рекорд по самому большому количеству хомусистов. В дальнейшем у нас были рекорды такие, как самая многочисленная осоха и самое многочисленное количество людей, участвующих в национальной одежде. Это были рекорды Гиннесса. Дальше у нас было несколько рекордов в России установлено. И в этом году мы задумались о чем, почему бы нам не зарегистрировать Книгу рекордов Якутии. И мы начали заниматься регистрацией рекордов. Предыдущий рекорд у нас состоялся 17 сентября этого года в селе Бугуняхтах. Там состоялся рекорд по самому большому количеству людей, участвующих в жарке картофеля. Установка рекорда – лишь часть проекта, нацеленного на популяризацию творчества Николая Неустроева. В скором будущем нас ожидает комикс, написанный по мотивам жизни писателя, который сможет в современной, легкой форме познакомить новое поколение с теми, кто внес вклад в развитие Родины. Марина Захарова, Семен Семенов, Якутск. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Но я с вами прощаюсь. Всего доброго.